Во время рабочей поездки в Ачимчирский район Аслам Жани ознакомился с ходом работ по освещению республиканской трассы Сухум-Ачимчира. На первом этапе будет освещен участок дороги от Адзюбжи до Лабры, протяженность которой 19 километров. Сейчас сотрудники Черноморэнерго подготавливают закладные для фонарных столбов. Всего планируется установить более 1300 опор. Общая протяженность освещаемой дороги 45 километров. Полностью работы планируется завершить в 2022 году. Далее Аслам Жани посетил тепличное хозяйство Кындыгагро по выращиванию томатов и огурцов. Предприятие было открыто в 2017 году в рамках льготного кредитования. Президенту рассказали, что из-за неправильно установленного оборудования израильской компании производство было приостановлено. Сейчас идет установка соответствующего оборудования, после чего предприятие будет работать в полную силу. Устанавливаем систему миксера подачи удобрений. Когда вы завершите работу? Сегодня все монтажные работы мы закончим. Завтра уже будет компьютерная работа, потому что это полностью автоматическая система. Она управляется полностью компьютером. Завтра будет пусконаладка компьютера. Я думаю, что послезавтра эта система уже будет работать полностью. Комплекс вложен на заемные средства Россельхозбанка и средства собственников фирмы. Общая сумма 450 миллионов рублей. Окупаемость с учетом выплаты банковских кредитов составляет около 20 лет. Сколько человек здесь будет работать? Здесь работает 60 человек. 60 человек будет работать. Скажите, вот то, что сейчас ставят новое оборудование, это то, что надо, или мы можем ошибиться с вами еще раз? Ни в коем случае. Это то, что надо. Когда это оборудование будет установлено, будет ли это означать, что предприятие будет работать на полной мощности? Да. Да? 1000 тонн, 1200 тонн в год. А проектная мощность 1000 или 2000 тонн? Нет. Больше мы, Абхазии, невозможно делать больше 20-23 килограмм, потому что мы работаем до конца мая. Все дальше невозможно работать летом. Да. Значит, объем... А так летом, который в России работает, да, до 50 килограмм делает, правильно. А летом, потому что летом уже в самом деле какие урожай и дает, какие. А зимой столько. Ну, по деньгам лучше, конечно, здесь. Итого будете производить 1000 тонн. Я так понимаю. 1000 тонн хорошо. Далее президент проинспектировал ход строительства водозаборного сооружения в селе Мук. Сейчас здесь идет строительство 2 резервуаров вместимостью 500 кубов каждым, а также прокладка водопровода протяженностью 1200 метров. Предполагается, что 22 скважины наполнят резервуары, и уже оттуда самотеком вода поступит в Ачимчиру. Строительные работы будут проходить в 2 этапа, и на эти цели выделено 53 миллиона рублей из инвестпрограммы. Работы ведутся, в принципе, в соответствии с графиком. Хорошо. Работы ведутся в соответствии с графиком, без задержки. Так? Без задержки. Без задержки. После того, как объект будет введен в эксплуатацию, город Ачимчира полностью будет обеспечен водой в бесперебойном режиме. Так? Я правильно понимаю? Разводящая сеть у нас на сегодняшний день, конечно, тоже в плохом состоянии. Но до резервуара, который запитывает город, то есть в самой Ачимчире 2 резервуара у нас, Да. до них полностью обеспечивает воду. Эти резервуары находятся где? Они в Ачимчире уже в самом городе. В городе. Они в каком состоянии? Один из них рабочий, второй немножечко в плохом состоянии. Что означает немножко в плохом Но состоянии? он протекает, он не наполняется полностью. Там порядка, он рассчитан на 500 кубов, в него можно наполнить около 100. Да. Там 2, один большие 500, потери. один 100, да? Большие Понятно. потери получаются. Теперь для того, чтобы скважины функционировали, накачивали в эту емкость воду, каким-то образом русло, от русла реки это зависит? От русла реки в данном случае, то, что скважин касается, нет, но у нас старая галерея, она будет продолжать питать села. Здесь же, в селе Мук, президент осмотрел берегоукрепительную дамбу, которую построили у реки, проходящей рядом с Мукаштом. Во время ливневых дождей река выходила из берегов и подтапливала Мукаштом. Но теперь, в связи со строительством 48-метровой берегоукрепительной стены, эта проблема решена. Далее Аслам Жани посетил новый детский садик Адзых в Ачимчире, который был построен и сдан в 2020 году в рамках инвестпрограммы. Однако он до сих пор не введен в эксплуатацию. Объект был передан в Министерство просвещения. На текущий момент есть вопрос с водоснабжением объекта. Для того, чтобы полноценно, бесперебойно его запитывать водой, необходимо установить резервуары накопительные. Этим вопросом мы занимаемся. Из бюджета выделены средства. В
сумме 280 тысяч, если не ошибаюсь. Это Саид Адлиба, это субподрядная организация Чамчирастрой, они занимаются установкой этих резервуаров. До конца этого месяца обещают завершить и полностью запитать водой объект. С 2020 года по сегодняшний день объект не вводился в эксплуатацию по факту. Коллектива здесь пока еще нет. Ну и, соответственно, есть какие-то процессы, которые без человеческого присутствия, где-то плесень пробивается, где-то сырость и так далее. То есть нам сейчас нужно спасать этот объект. До конца года, я думаю, что строители максимально устранят то, что испортилось, но необходимо срочно его вводить в полноценную эксплуатацию. Президент осмотрел столовую, игровую, санузлы детсада. Всего это школьное учреждение может принять около 100 детей. Президент поручил устранить в кратчайшие сроки все недочеты в детском саду. Надо будет графики свести. Строители, ОКС, Минэк предупреждаете. Сроки должны быть понятны, когда все будет устранено. К тому времени должен быть обозначен коллектив и должно быть обеспечено финансирование, чтобы без большого перерыва все это начинало работать. После инспекционной поездки по объектам инвестпрограммы Аслам Жани провел большое совещание с активом Ачимчирского района. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.